Демек, көрмейті достар, шымды бір кішік леханы сейретіңіз, шымды не олачағыны енді аман-аман аңлайсыңыздар. Ама мен білесем, біздің студиямызға да яқын олмаға керек, ве бұл сүбетінің шааты олмақ керек. Кешегенде ажайы бір ярыш хақында сізге тариф edecekміз, ве насыл олып кешecek, не ерде, не вақыт, шымды эпосыны не вбет еле огденecekміз. Bizim musafirlerimizden tanış olmağa gerek saygılı dostlar. Bizim stüdyamızda Kırım Cumhuriyeti'nin Medeniyet Nazirinin muavini İsmet Zaatov ve Kırım Cumhuriyeti'nde Halk Yaratıcılığı Merkezi'nin müdür muavini Nikolay Антюфриев. Selam aleykum, hoş geldiniz stüdyamızga. Selam aleykum. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Пробки на улицах. Да, кто с ними не сталкивался. Мы посмотрели короткий сюжет, очень короткий, но все-таки хотелось бы более подробно узнать, что за мероприятие нас все-таки ожидает. Ну, вы о нем прекрасно знаете, вы были ведущим. Да, я был ведущим, я прекрасно знаю. На одном из зональных отборов. Проект длится практически, почти весь год. Он таким и должен быть, потому что это всеохватывающий республиканский конкурс крымско-татарского искусства. Проводится у нас впервые в Крыму на государственном уровне. Проводились раньше конкурсы различными общественными организациями, каналами телевизионными. Но он единственное, что мне в этом не нравилось, особенно последнем, отсекалась огромная часть любителей искусства крымско-татарского. Там какой-то я считаю, что не нужно приносился даже политический контекст. Да. Там под лозунгом выявления новой элиты национальной, там в искусстве, во всем, отсекалась добрая часть крымстарского населения от участия в этом конкурсе. Наш конкурс самый демократичный. И по возрасту, от 4 лет и до того возраста, когда уходит на тот свет. До пенсии. И по социальному статусу участника. Поэтому мы разделили на две части: среди аматоров, то есть любителей, и среди молодых профессионалов. Потому что у нас профессионалы есть, их много в крымстарском искусстве, но они немножко все замкнулись на себе, говорят, зачем нам с кем-то соревноваться. Вот сейчас, даже сейчас мы с этим столкнулись, когда мы потребовали от директора филармонии крымской, чтобы у него там несколько коллективов, там Хайтарма, Крым, солистов очень много, Таврия, оркестра 2, чтобы независимо от национальности, в первую очередь, чтобы это были не крымские татары, попросили, чтобы люди знакомились с традиционным искусством Крыма, древним, с тем искусством, которое сформировалось на земле, чтобы они его знали хоть, что это такое, раз они работают. Они сказали, что мы и так известны, мы работаем, нас публика любит, нам не нужно участвовать в конкурсах. Они и так нигде ни в каких конкурсах не участвовали. Многие из художественной самодеятельности сразу попадают. У нас проблема, конечно, с подготовкой кадров, что люди из художественных коллективов самодеятельности попадают в профессиональные коллективы. Мы хотим вот эту лакуну, образовавшуюся, да, непрофессиональность, чуть-чуть подправить, внести туда такую добрую, хорошую соревновательную струю, характер придать соревновательный, чтобы люди знали, пока не молоды, стремились к высотам быстрее, чтобы не уповали очень рано на лаврах. И среди молодых профессионалов это все преподаватели профильных вузов музыкальных Крыма. То есть это и университет культуры, и КИПУ, и гуманитарный университет в Ялте. Это студенты этих вузов, это артисты филармонических коллективов. Это Хайтарма, и Крым, и Таврия, и симфонический оркестр, каменный оркестр. Это артисты театров и музыкального театра кукол, русского театра, крымстарского театра до 35 лет. И их педагоги. Все имеют право и обязаны участвовать в этом конкурсе, подтвердить свое реноме. Участие не за просто так. Там очень хороший призовой фонд учредил народный депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, он патронирует проведение этого конкурса. Там очень хороший гран-при, 100 000 рублей, чуть не сказал долларов. 100 000 рублей.
рублей. Да, гран-при. И также вот первое, второе, третье место очень хорошо, с хорошими призами. И возможно, что сейчас этот вопрос продвигается Русланом Исмаиловичем, что обладатель гран-при может быть, и если это на самом деле будет такой уровень хороший, может и получить звание заслуженного артиста Крыма. Что ж я раньше не пошел участвовать, я так хотел Тебе звать. рано. Тебе на следующий год будет разговорный жанр, художественное слово. Готовься. Ого, вот это уже интересно, если так, это уже заинтриговали, так заинтриговали. То есть еще в этом году не закончился, не завершился, так сказать, этот конкурс, но уже планируются какие-то нововведения в следующем году. Да, конечно, об этом расскажет Николай Борисович. Это будет ежегодный конкурс. То есть как, что, где будет проходить, Николай Борисович очень хорошо может рассказать. Но Исмет Аблетифович так коротко сделал резюме, что говорить мне практически не о чем. Но кое о чем я все-таки скажу. Да. Первое – это время нашего финала. Это 12 ноября. Наш Крымско-Татарский академический театр. Там произойдет вот то все финальное событие, к которому мы шли, я даже думаю, все-таки даже не год, а практически 4 года. Это чисто организационные моменты проведения заняли у нас последний год, и морально, и этически, и политически мы к этому, в общем-то, готовились уже с прихода Крыма в Россию. 12 ноября там произойдет финал наших самодеятельных творческих коллективов. Ну, я говорю так, как я привык, потому что самодеятельное творчество, оно и есть самодеятельное творчество, это основа, в общем-то, народного творчества. А во второй половине дня придут наши молодые профессионалы, где тоже разыграют свою, так сказать, финальную пульку. А 12 декабря уже в нашем музыкальном академическом театре Республики Крым состоится награждение, церемония и гала-концерт всех победителей, где к нам приедут коллеги с континента, которые посмотрят и увидят то, что произошло. Из перспектив на следующий год есть такое мнение, и мы это обязательно сделаем, что республиканский фестиваль крымско-татарского искусства превратится у нас в региональный фестиваль, поскольку, если вы помните, на наших первых передачах мы уже тогда планировали и говорили, что мы должны привлекать весь наш Южный федеральный округ. А это, в первую очередь, два таких города-гиганта, как Краснодар и Ростов, с их огромным количеством коллективов народного творчества. И третье, что очень важно, именно начиная с нашего фестиваля крымско-татарского искусства, мы в целом, это наше ноу-хау, мы это повторяем не раз, вводим так называемую стратегию, интернациональный характер всех наших национальных фестивалей, и не только крымско-татарского, суть которого заключается в том, что каждый коллектив, несмотря на свою этническую принадлежность, должен, я повторяю это слово, пытаться овладевать всеми направлениями национального искусства, где ты живешь. Тем самым мы помогаем с помощью этого интегрировать, во-первых, культурное начало каждого народа, а во-вторых, то, о чем говорил и президент России, мы тем самым укрепляем российскую идентичность. Ибо что может быть проще, когда человек одной национальности спокойно может понять язык национальности другой, а это значит и культуру. Четвертое. Действительно, в следующем году впервые будет номинация разговорного жанра, потому что на сегодняшний день, если говорить о некоторых проблемах национального искусства, то, конечно, язык. Потому что язык – это, в первую очередь, идентификация народа. И в завершение маленького своего спича хочу сказать, что наш фестиваль, фестиваль крымско-татарского искусства, выдвинут как проект в большом российском смотре-конкурсе «Россия. Зона комфорта». И если у нас все получится, а мы надеемся, что у нас все получится, то 10-12
тоже декабря, вот будем сроки, кстати, смотреть, мы можем даже оказаться и в Москве, и наши лучшие участники данного фестиваля будут иметь честь выступать в Кремлевском дворце съездов. Это такие наши планы. Мы очень хотим, чтобы наш проект победил, и поэтому вот эта заключительная фаза для нас очень важна. Это, ну, не скажу, что это оберточка, но это, в общем-то, важный финальный залп. И вот здесь ваше значение как средство массовой информации очень велико, и мы, естественно, надеемся, что вы это сделаете красиво, поучаствуете в презентационном фильме, который мы в Москву и отошлем. Хочу добавить, наверное, и мы так сделаем, для того, чтобы конкурс коммунистарского искусства был всеобъемлющим, еще добавить номинацию «Телевидение и кино» и «Декоративно-прикладное искусство». Ого, прям все 3 номинации для меня. И декоративно-прикладной, и телевидение. Ну, кулинарного только там нет, тебе не подойдет. Я понял, все хорошо, я молчу. На самом деле, очень интересный конкурс, да, я сам, так сказать, воочию это лицезрел, я сам стал таким участником, сказать, так можно сказать, наверное, хотя я его и вел. Но Будешь вести 12-го тоже, готовься. очень надеюсь, очень, всегда рад, всегда готов. А сколько участников сейчас вышло в финал, вот, завершающая фаза? Что касается наших самодеятельных артистов, аматоров, вы помните, если не помните, напомню. Напомните. У нас 4 возрастные категории в 3 номинациях. В каждой возрастной категории, практически кроме одной, у нас вышло по 5 победителей зонального отбора. Из этих 5 победителей будут первые 3 места, и в каждой номинации будет абсолютный победитель. Что касается профессионалов, на сегодняшний день заявки мы уже завершаем принимать. Для первого раза они еще идут, да, как обычно, у нас, вы знаете, в последнюю минуту. В целом для первого раза достаточно достойно. Там 3 всего у нас номинации, как и положено по положению. Это хореография, это вокал и это инструментальное искусство. И, как уже сказал Исмет Аблетифович, в той или иной степени там представлены практически все. Я думаю, что наши профессионалы, особенно молодые, повторяю, проснуться. Вот ты сейчас услышал, да, что там есть призовой фонд, и это, в общем-то, впервые. Это тоже важно, что там говорить. Художник должен чем-то питаться. Это стимул и материальный в том числе. Я думаю, в следующем году у профессионалов у нас будет намного больше заявок, потому что они поймут и статусность, и важность, и те перспективы, которые у нас есть. Конечно. Николай Борисович сейчас сказал, у нас, как всегда, а особенно у нас. Особенно в последний момент, как на свадьбу. Такой фестиваль проводится впервые, а проводить что-то такое впервые – это особенно волнительно и возлагается особая ответственность, мне кажется. Но наблюдая то, что этот фестиваль уже обрел такие масштабы, можно сказать, что он на достойном уровне проводится, и даже те отборочные туры, которые проходили во многих городах и поселках Крыма, успели ли там подготовиться на достаточном уровне для проведения таких мероприятий? Мы об этом узнаем 12-го. Да, быстро скажу. Дело в том, что среди аматоров, ваше любимое слово, все-таки, да, уже отборы прошли, и тогда люди были готовы. И я хочу сказать, мы, конечно, на будущее еще посмотрим по регламенту нашего фестиваля. Некоторый промежуток между первым этапом и вторым прошел. И вот мы, когда обсуждали со Исметом Аблетифовичем, но есть вот такой нюанс, что немного времени прошло между первым этапом и вторым. Они, конечно же, были тогда готовы. Какие они будут на сегодняшний час, мы увидим 12 ноября. Но хочу сказать, что все подтверждения мы получили. И я так думаю, они этого знали с мая месяца. И, наверное, как нормальный спортсмен, так и нормальный художник форму свою должны были держать. Я хочу кое-что добавить. Да, конечно. К сожалению, к моему сожалению, некоторые коллективы, руководители коллективов крымско-татарских, хореографических, которые базируются в городе Симферополе, это коммерческие коллективы. Я не буду называть имен руководителей, они все известны всем, которые многие из них работают и зарабатывают хорошие, приличные деньги
на государственной материальной базе, то есть помещениях и так далее, проигнорировали участие в этом конкурсе, не знаю по какой причине. Может, я наговариваю? Ну, у нас маленькая республика, народ маленький, это об этом все давно знают. Не знаю по какой причине, просто как бы они привыкли участвовать в конкурсах, кто проводил известный нам всем телевизионный канал до этого. Может, по этой причине мы будем это отслеживать, то есть и будем принимать, конечно, какие-то меры реагирования. Поэтому я надеюсь, что они нас слушают сейчас. Ну, мы тоже надеемся, что они нас слышат. На самом деле мы все в ожидании уже финала, мы все в ожидании гала-концерта. Конечно, первый этап – это финал, ну а потом уже и гала-концерт увидим. Спасибо огромное, Чоксалон, что посетили нас сегодня. Желаем вам успехов и достойного финала. Сау. Спасибо. Урметлі достар, біздің yayınımız devam ете. Sonki 15 дақамыз, келіміз оны güzel bir muhitте keçirейік.